Выстраивая долгосрочную политику поддержки семьи, нужно идти от конкретных жизненных ситуаций. Разбираться с какими трудностями сталкивается молодая, многодетная или неполная семья. Так важнейший, чувствительный вопрос – возможность устроить ребенка в ясли. Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях. Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин. Я нахожусь на 203-м микрорайоне города Якутска. Здесь вводится в эксплуатацию здание нового детского садика, который еще запланировал глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев, будучи мэром. Ну да, мы начинали, были первые, кто, скажем так, стоял у истоков строительства этого детского садика. В принципе, этот детский сад строился как обычный детский сад по обычному проекту. Но у нас получается, что в 203-м микрорайоне 3 больших детских сада и еще некоторые, скажем, дополнительные группы есть. И Айсен Сергеевич, еще будучи главой города, он предложил в одном из детских садов 203-го микрорайона открыть группы инклюзивные для детей с особыми потребностями, с ограниченными возможностями здоровья. И вот в принципе этот садик мы считаем наиболее, подходил вот именно под эту идею Айсена Сергеевича. И поэтому сейчас вот закупается оборудование уже, соответственно, вот такое. И несмотря на то, что вот в этом садике он на 240 мест рассчитан, будут несколько групп ясельных для детей младшего возраста. Но кроме этого, в этом же садике мы будем принимать детей с ограниченными возможностями. И вот это, наверное, вот такая, может быть, фишка вот этого сада. Это вот та необычная, конечно. Это вообще первый детский сад якутский, именно который предназначен в том числе для детей с ограниченными возможностями самого уже проектирования. И, конечно же, то, что он появился здесь, у нас в 203-м микрорайоне, где абсолютно новом микрорайоне, где сейчас создается вся социальная инфраструктура для проживания, меня очень радует. И, конечно, это вдвойне приятно, что это совпало с посланием нашего президента Владимира Владимировича Путина, в котором были озвучены беспрецедентные меры поддержки для семьи с детьми. Ну и в том числе была поставлена задача, в том числе перед регионами, ускорить строительство и ввод детских садов, в том числе с ясельными группами. И считайте, что Республика Саха-Якутия уже начала выполнение практическое послания Владимира Владимировича Путина. Мы и в дальнейшем будем эту программу наращивать, потому что детские сады нам нужны и в Якутске, нужны и в районах республики. И программа эта работает. Уверен, что при поддержке федерального бюджета у нас и детские сады, и школы будут строиться еще более быстрыми темпами, и к 2024 году проблема будет полностью решена. Таких садов, у нас есть 11-й садик, где дети с проблемами зрения. У нас есть 104-й садик, где дети с проблемами, заболеваниями, связанными с аллергическими различными проявлениями. Да? А вот этот сад, он будет тоже принимать детей с особыми потребностями. Пока трудно еще сказать, какие, потому что мы должны посмотреть и оборудование, посмотреть весь, спектр заболеваний детей в нашем городе. Во всяком случае, мы надеемся, что сюда, возможно, смогут попасть дети, может быть, с аутизмом, с какими-то, психоречевыми проблемами. Почему это здание передано детскому садику номер 1 «Звездочка»? Потому что в этом садике уже есть опыт работы с такими детьми. И в детском садике номер 1 «Звездочка», который сегодня работает в районе ГЭСа, есть 2 кратковременные группы, где как раз посещали дети с ДЦП.
Для них проводили специальные консультации, для них специальные, скажем, обучение специально для родителей, как помочь своим детям справиться с этим заболеванием. И поэтому персонал садика, они уже, скажем так, готовы к работе с детьми с особыми потребностями. В дальнейшем я так поняла, что тот сад станет филиалом, а это будет основным, но пока этот вопрос решается. Планов у нас много. Мы планируем, что дети, которые будут посещать наш детский сад, особенно дети с ограниченными возможностями здоровья, они вольются и не почувствуют себя. Надеемся, что они не будут чувствовать себя другими, потому что в первую очередь детский сад направлен именно на это, чтобы дети проходили адаптацию и социализацию в обществе, чтобы они поняли, что они такие же, как и все, никакого отличия нет. Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях. Однако за 2018-2019 годы вместо 90 тысяч таких мест создано всего 78. Из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысяч. На остальные до сих пор не получена образовательная лицензия. Значит, такие ясли не готовы принять детей. Уважаемые главы субъектов федерации, дорогие мои коллеги, нельзя так работать. Вы чего? Это значит, что мы создали 77,7 тысяч, да и то не в полноценном режиме, имея в виду, что половина из них не может работать. А к 2021 году нужно создать 177,3. Я вас прошу сделать все, хотя это уже очень сложно, но тем не менее это нужно сделать. Нужно наверстать этот пробел. В 2012 году, когда меняли закон об образовании Российской Федерации, в законе об образовании убрали ту часть, где образовательные учреждения могут заниматься медицинской деятельностью. Очень хочется, чтобы в образовательном учреждении постоянно был человек с медицинским образованием. Или врач это, или медсестра, может быть, фельдшер, в зависимости от количества детей. Но такая учитывая еще и, скажем, опять же, спектр заболеваний детей, с которыми они приходят в детский сад, в школу приходят. Конечно, хотелось бы, чтобы они все время были под медицинским наблюдением, чтобы они были все время с медицинским сопровождением. Но на сегодня этот вопрос необходимо решать на федеральном уровне, потому что, скажем, в законе об образовании нет этой статьи, и вопросов возникает очень много. Наверное, впервые у нас в городе будут специальные инклюзивные группы для детей с ограниченными возможностями. Это тоже очень важно в нынешнее время. Уверен, что многие родители, конечно, с нетерпением ждут возможности, чтобы их дети развивались в такой среде и становились полноценными гражданами нашего и членами нашего общества. Я считаю, что очень важные такие направления как раз ЗТ. Хотелось бы, чтобы в ближайшее время уже все разрешительные, оформительные процедуры были доведены до конца, и дети уже смогли здесь уже ходить, и работники уже полностью здесь сосредоточены на работе. Каждый наш шаг, новый закон, государственную программу мы должны оценивать прежде всего с точки зрения высшего национального приоритета – сбережения и приумножения народа России.